Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с первым обращением к гражданам страны. Его речь тут же разлетелась на мемы. Политический блок напоминает освежитель в машине. То есть пахнет приятно, но на работу самой машины не влияет. То есть нужно было, чтобы просто он был там. Дочь знаменитого кыргызского писателя Чингиза Айтматова создает лоббистскую организацию «За все новое против всего старого в политике». На политическую иллюстрацию, я думаю, нам уже полагаться не стоит, так как политики сами себя иллюстрировать не будут. Неизвестные напали на трудового мигранта в России, жестоко избили и нанесли 15 ударов ножом. Что касается российских средств массовой информации, не показывает. Но они не будут показывать, поскольку иначе им, может быть, и в их не пользу, и на их руки играет это дело, потому что является мигрантом. В прямом эфире информационная программа «Настоящее время. Азия» в бишкекской студии. Я Шавкат Тургаев. Здравствуйте. Первое послание Касым-Жомарта Токаева к народу Казахстана состоялось сегодня в Нур-Султане на открытии 5-й сессии парламента. В соцсетях его уже сравнили с предыдущим выступлением лидера нации Ельбасы Нурсултана Назарбаева. Интересный факт: обращения Токаева не транслировали в прямом эфире. Правда, журналисты все же присутствовали, слушали обращение главы государства из заранее подготовленного пресс-зала. О чем говорил Токаев и как на его выступление отреагировали эксперты, расскажет Шолпан Разбекова. Выступление Токаева длилось почти час. За это время президент дал ряд поручений правительству и даже сделал несколько назначений. Началось все с напоминания, что республика будет развиваться только по назарбаевской модели. Путь развития нашей страны признан мировым сообществом, получив название «Назарбаевская модель». У нас есть возможность выйти на качественно новый уровень развития страны. Мы достигнем этого, сохраняя преемственность курса Ельбасы. Как и всегда, сказанное президентом тут же разлетелось на цитаты. Больше всего народ оценил идею ужесточения статьи Уголовного кодекса об изнасиловании. Предложение сократить число госслужащих на четверть, реформировать МВД и судебную систему, а также дать гражданам возможность свободно проводить митинги, если они, конечно, мирные. Если мирные акции не преследуют цель нарушения закона и покоя граждан, то нужно идти навстречу и в установленном под законом порядке давать разрешение на их проведение, выделять для этого специальные места, причем не на окраинах городов. Но любые призывы к неконституционным действиям, хулиганские акции будут пресекаться в рамках закона. Гражданский активист Альнур Ильяшев известен судебными разбирательствами с чиновниками. 35 раз они отказывали активисту в проведении митинга. На 36-й все же разрешили. Но услышанным сегодня Альнур недоволен. Сейчас уже буквально сразу реакции в соцсетях, в частности в Фейсбуке, на это что-то пошло, что мы ждали от него большего. Он в этой части не оправдал. Все другие предложения и поручения Токаева звучали многообещающе, правда, с эффектом дежавю. Например, о возможности казахстанцев снимать пенсионные накопления для покупки недвижимости или оплаты учебы. Ведь это обсуждалось и ранее. Правда, когда у народа появлялась надежда, появлялся и некий порог накоплений. Мол, соберешь 8-10 миллионов – забирай. Но такую сумму накопить для многих нереально даже после выхода на пенсию. Токаев, по-видимому, все же решил попробовать. Поручаю правительству до конца года проработать вопрос целевого использования работающими гражданами части своих пенсионных накоплений, например, для покупки жилья или получения образования. Заметно, что президент в своем первом послании делает ставку на социально-экономическую повестку. Обещает временно освободить от налогов малый и средний бизнес, не создавать госкомпании до 2021 года, полностью пересмотреть пенсионную систему и даже отслеживать, как работают чиновники с обращением населения. Если сравнить политический блок послания с социально-экономической частью, то социально-экономическая часть оказалась более конкретной, более масштабной. Там были конкретные предложения с конкретными адресатами, с конкретными исполнителями. Да? То есть это все как раз говорит о том, что социально-экономическая часть послания она изначально была ключевой. Я даже пошутил у себя в Фейсбуке, что политический блок напоминает освежитель в машине. Да? Его повесили. То есть пахнет приятно, но на работу самой машины не влияет. Да? То есть нужно было, чтобы просто он был там. К слову о назначениях. Это послание и открытие 5-й сессии парламента ознаменовалось еще одним вполне ожидаемым назначением. Сегодня было предложено вновь избрать на должность спикера Сената Даригу Назарбаеву. Депутаты проголосовали единогласно. Шолпан Уразбекова, Павел Энгельгард. Настоящее время. Азия. Казахстан.
Послание Касым-Жомарта Токаева проанализируем с политологом, правозащитником, президентом общественного фонда «Либерти» Галымом Могилевым. Он с нами на связи по скайпу из Алматы. Галым, добрый вечер. Довольны ли вы посланием президента? Конечно, недоволен, потому что мы все ждали политической модернизации, но все, что сказал Токаев, это были общие фразы. И даже то, что говорилось о митингах, собраниях, то на самом деле в стране и так есть разрешительный характер. И мы думали, что наконец-то мы перейдем на уведомительный характер. Но, к сожалению, Токаев ничего нового здесь не сказал, просто сказал, что будут открыты новые места, где можно проводить митинги, собрания, шествия и не более того. Ничего нового здесь сказано не было. Более того, вот это показатель того, что власть очень не уверена, потому что они не верят в то, что Нур Отан действительно может модернизироваться, и поэтому они делают все для того, чтобы гражданское общество не развивалось. И поэтому даже говоря о многопартийности, на самом деле, опять же, ничего не предлагается. Не предлагается ни изменения в закон о выборах, ни изменения в закон о либерализации регистрации новых партий. Ничего этого мы не услышали. Поэтому отношения очень плохо. Токаев сегодня заявил о необходимости политических реформ, как вы уже сказали. Он говорил о развитии многопартийности, политической конкуренции и плюрализме мнений. Вот на первый взгляд звучит неплохо, но конкретных предложений не было. Почему, как вы думаете? Прежде всего потому, что Токаев и правящая номенклатура во главе с Елбасы совершенно не уверена в том, что они могут реформировать вот эту политическую систему, исходя даже из своих собственных интересов. Она нереформируема, и они в душе это все прекрасно понимают. И поэтому они делают все, чтобы сдержать эти политические изменения. Галым, вот вы тоже уже затронули тему митингов, давайте еще раз к ней вернемся. Уже не в первый раз Токаев говорит о совершенствовании законодательства о митингах. Токаев за мирные акции, но без нарушения законов и без призывов к неконституционным действиям. Но вот митинги в Казахстане по-прежнему носят разрешительный, а не уведомительный характер. Как вы думаете, президент все-таки может решиться на то, чтобы изменить этот характер? Президент должен был проявить свою политическую волю, но так как он человек зависим от Елбасы, потому что он сам пришел в результате сфальсифицированных выборов к власти, и поэтому он обязан лично Назарбаеву и вот этой правящей номенклатуре. И поэтому все, что они диктуют ему сейчас на данном этапе, и он вынужден это все выполнять. И более того, он сам ведомый человек, и поэтому, несмотря на всю интеллигентность, никаких изменений мы не услышали. И почему это пагубно для страны? Прежде всего, есть отдельные митинги, где не было задержаний, есть отдельные пикеты, но в других случаях всегда задерживались люди. То есть у людей, у граждан нет четкого понимания, закон не работает. Это чисто личные антипатии или симпатии, то ли силовых структур, то ли вот номенклатуры правящей, которая избирательно арестовывает или не арестовывает людей. Закон должен быть един для всех, не должно быть дискриминации. Вот, Галым, вы сказали о том, что Касым-Жомарт Токаев все-таки ведомый политик. После вот этого послания, которое сегодня мы все послушали, скажите, пожалуйста, у вас нет ощущения, что Токаев в какой-то мере за эти 3 месяца после выборов стал хотя бы более-менее самостоятельным или не самостоятельным политиком, который не зависел бы от решения Елбасы? Что вы можете про это сказать? Но дело в том, что в послании видно, что он делает реверансы Нур Отану, Елбасы и все время вначале говорит о приоритете. Но дело в том, что молясь и говоря о Елбасы и Нур Отане, он фактически делает систему немодернизируемой, политическую систему в Казахстане, потому что все минусы этой системы именно благодаря политике Елбасы и правящей партии Нур Отан. И поэтому он не может, если он хочет проявить политическую волю, но для этого надо быть еще и иметь сильный тыл в лице такой же команды вокруг него, которая бы могла реформировать нашу страну. К сожалению... Я вас понял, да. Галым, большое вам спасибо за интервью. Всего вам доброго, до свидания.
В Кыргызстане оппонент бывшего президента Алмазбека Атамбаева требует открытого и прозрачного суда над ним. С таким заявлением перед земляками выступил оппозиционер еще недавно главный политзаключенный страны Умирбек Текебаев. Политик считает, что бывший президент Атамбаев должен отвечать только за то, что совершил. Напомню, еще на прошлой неделе Умирбек Текебаев сам находился в тюрьме. В 2017-м его приговорили к 8 годам лишения свободы за коррупцию. Сейчас его дело отправлено на пересмотр. Реальное заключение изменено на домашний арест. Текебаев называл его это политическим заказом прошлого президента. Несмотря на свое к нему отношение, бывший депутат считает, что расследованию дела Алмазбека Атамбаева нужно отнестись со всей ответственностью. Мы первыми заявили, что Атамбаев после ухода с президентской должности намерен удержать власть и контролировать правительство. За это наших соратников преследовали, увольняли. Время прошло, все планы Атамбаева разрушились. На него завели дела, и он сейчас под арестом. Но я, как жертва беззакония, не пожелал бы такое даже своему врагу. Если он не виновен, то обвинения должны быть сняты. Если виновен, то должен отвечать по закону. Посетить ненадолго южный регион, и Текебаеву, дело которого до сих пор не закрыто, разрешил суд. Умирбек Текебаев во время выступления на малой родине поблагодарил собравшихся за поддержку и заступился за других политиков. В частности, настаивает на том, что необходимо пересмотреть дело бывшего мэра города Ош Мелисбека Мырзакматова. Он обвинялся в злоупотреблении должностным положением, с 2013 года находится в бегах. В ходе встречи с местными жителями оппозиционер высказал мнение и о действующей власти. Сооронбай Джейнбеков взял на себя историческую роль, ведь во время его президентства впервые к ответственности будет привлечен предшественник. Это хороший прецедент. Если он сам будет плохо работать, то и он будет отвечать через 4 года, и его привлечем к ответственности. Дочь известного кыргызского писателя Чингиза Айтматова Ширин собирается бороться со старой властью. Когда-то она сама была депутатом, но из-за слишком откровенных публикаций в соцсетях и критики партийной линии ее часто называли «белой вороной» в парламенте. В итоге в политике Айтматова разочаровалась и ушла из нее, но спустя несколько лет вернулась. Зачем? Расскажет Жубек Бегалиева. Увидев этот ролик, многие наверняка подумали, Ширин Айтматова готовится к выборам. Так это или нет, из ролика не очень понятно. Люди, которых бросило государство, живут в саманных домиках. Ничего нового бывший депутат не сказала. Все знают, как сложно жить в Кыргызстане. Этот ролик так и остался бы незамеченным, если бы Ширин не заявила, что собирается бороться со старыми политиками, чтобы помочь новым. Все чиновники, которые обогатились, они все проживают тут. Они боятся нас. Мы хотим это изменить, мы требуем изменений. Требовать изменений Ширин стала, когда власти начали затягивать с расследованием Азаттыка. В нем журналисты заподозрили бывшего замглавы таможни Раима Матраимова в отмывании денег. Но Финпол искать активы бывшего чиновника не спешит. А те, кто сейчас в оппозиции, говорит Ширин, сами точно так же молчали, пока были у власти. На политическую иллюстрацию, я думаю, нам уже полагаться не стоит, так как политики сами себя иллюстрировать не будут. Наша организация будет заниматься и расследованиями, и предложениями альтернативного развития страны, и какими-то опросами. Но больше это будет формирование общественного мнения. К Ширин попал компромат на одного из олигархов, который собирается создавать партию для участия в ближайших парламентских выборах. Согласно этим бумагам, у него есть огромные активы за рубежом. Примерно такого рода расследования намерены проводить Ширин и ее друзья. Почему я в данный момент против этой системы? Это потому что мы уже видели, что дает олигархизация парламента. Это означает, что эти люди будут защищать бизнесы, и когда будут критические моменты в стране, у нас не будет оппозиции. И уже второй созыв работает без оппозиции. Пиарщик Сергей отработал в разных проектах не одни выборы. Говорит, такие движения создаются от гражданской безысходности. Удивляется, что несмотря на то, что в Кыргызстане специально отказались от выборов по мажоритарной системе, избиратели продолжают голосовать за людей, а не за идеи. Поодиночке эти молодые люди ничего не смогут сделать. И новые люди, да, мы уже видели это на прошлом созыве. Непосредственно сама Ширин Айтматова была в одном из созывов. Весь вопрос как бы в другом, да, когда мы начнем обсуждать не лица, не людей, не фамилии, не имена, а когда мы начнем обсуждать идеи, когда мы начнем обсуждать видение нашей страны там, через 30, 40, 50 лет, там уже человеческий фактор будет вторичен. Именно от парламентских выборов, по мнению Сергея, зависит то, кто станет следующим президентом и как вообще будут дальше жить кыргызстанцы. Жубек Бегалиева, Азат Ынтымаков. Настоящее время. Бишкек, Кыргызстан.
Деньги дороже природы. Правительство Кыргызстана вновь согласилось предоставить компании Цинтерра Голд Инк 16 тысяч гектаров земли на территории Сарычат-Эрташского заповедника для добычи золота. Речь идет о золотодобывающем предприятии «Кумтор». Эту информацию подтвердил и председатель правления ОАО «Кыргыз-Алтын». Кабмин согласился передать «Кумтору» участок заповедника, где обитают барсы и другие дикие животные из Красной книги, еще в 2009 году. Согласно этому соглашению, Кыргызстан получил взамен дополнительный объем акций в Цинтерре, но в 2012 году правительство под давлением общественности и экологов своим постановлением запретило выводить участок из-под территории заповедника для разработки в качестве месторождения. При утверждении концессионного соглашения в 2009 году «Кумтору» дополнительно было выделено 26 тысяч гектаров под месторождение, но в 2012 году правительство своим постановлением сократило эту площадь до 10 тысяч гектаров. Во исполнение обязательств соглашения 2009 года мы вернули им 16 тысяч гектаров. За счет предоставления дополнительных 26 тысяч гектаров в 2009 году мы увеличили долю акций в Цинтерре с 15 до 33%. Я напомню, золотодобывающее предприятие «Кумтор Голд Компани» является крупнейшим налогоплательщиком Кыргызстана. Впрочем, несмотря на выгоду для государства, многие не согласны жертвовать природой ради золотодобытчика. Был скандал из-за того, что передаваемый участок относится к Сарычат-Эрташскому заповеднику. И именно поэтому позже правительство своим постановлением отменило передачу земли. Но сейчас это постановление отменяют и снова передают участок. Госагентство по охране окружающей среды меняло границы заповедника с тем, чтобы участки близ Кумтора оказались за территорией заповедника, из-за чего сократилась его территория. Получается, что Кумтор работает не по законам, а законы работают на Кумтор. Смотрите далее в нашей программе. Неизвестные напали на трудового мигранта в России, жестоко избили и нанесли 15 ударов ножом. Что касается российских средств массовой информации, не показывают. Но они не будут показывать, поскольку иначе им, может быть, и в их не пользу, и на их не руки играет это дело, потому что является мигрантом. Мы продолжаем программу. В Узбекистане сегодня вспоминают первого президента страны Ислама Каримова. Его не стало ровно 3 года назад, 2 сентября 2016 года. После кончины Каримова в Узбекистане изменилось многое. Из тюрем были выпущены на свободу многие политзаключенные, прекратилось открытое преследование правозащитников и гражданских активистов. В чем-то изменилась не только внутренняя, но и внешняя политика. Однако, несмотря на жестокий и репрессивный стиль правления Ислама Каримова, многие узбекистанцы до сих пор вспоминают его с почтением. Мы приехали из крайней Сурхандарьинской области республики. Приехали, чтобы посетить могилу нашего президента Ислама Каримова. Отдаем дань уважения человеку, который боролся за независимость нашей Родины и подарил всем долгожданную свободу. Мы до конца дней благодарны Исламу Каримову. Ислам Каримов завещал похоронить его на своей малой родине, и строго по канонам ислама могила первого президента Узбекистана расположена в исторической части Самарканда на территории мечети Хазрати Хизра, объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Интересно, что за довольно короткое время могила Ислама Каримова наравне с историческими достопримечательностями древнего города стала притягивать к себе посетителей. Чтобы почтить память первого президента, из разных регионов страны ежедневно приезжают сотни людей. Власти возвели над могилой Ислама Каримова мавзолей. По непонятным причинам фотографировать и снимать видео на его территории запрещено. Это ограничение особенно касается съемки внутри самого мавзолея. Министр внутренних дел Таджикистана Рамзон Рахимзода обратился к своему российскому коллеге Владимиру Колокольцу по поводу видео с жестоким избиением мигранта. Поистине, шокирующие кадры неизвестные выложили в соцсети 30 августа. Нападавшие называют потерпевшего таджиком, однако так ли это на самом деле, на данный момент точно неизвестно. В таджикистанском сегменте соцсети видео вызвало волну возмущений. Власти и представители диаспор в России пытаются выяснить подробности инцидента. Анушерван Арипов с подробностями. Ни личность пострадавшего, ни его гражданство пока неизвестны. Впрочем, как и непонятно, где и когда была сделана эта запись. Правоохранительные структуры Таджикистана, скорее всего, были вынуждены отреагировать на этот ролик из-за волны возмущения в таджикском сегменте соцсетей. В беседе с российским коллегой таджикский министр внутренних дел попросил
в кратчайшие сроки раскрыть преступления, привлечь виновных к ответственности и тщательно контролировать следственные мероприятия. Также структуру Министерства труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан по вопросам трудовой миграции в России обязали постоянно находиться на связи с властями и оказывать всевозможную помощь в расследовании преступления. На видео группа молодых людей в течение нескольких минут ногами избивает неизвестного мужчину, а затем нападавшие по очереди бьют его ножом. При этом называют его таджиком. В соцсетях этот ролик уже не найти. Видимо, уже удалили из-за сцен насилия. Однако обсуждение этого кровавого преступления в Таджнете не прекращается. Почему таджики все время подвергаются насилию? Бедный народ с образованием или без, путь один – трудовая миграция, некому нам помочь. Пока не упущено время, нужно действовать и наказать преступников согласно закону. По словам правозащитника Караумата Шарипова, мигрантов в России убивают часто, но ни таджикские, ни российские власти не заинтересованы в открытом обсуждении подобных случаев. Замалчивание преступлений – вот основная причина, почему таджикские мигранты подвергаются насилию, говорит Шарипов. Что касается российских средств массовой информации, не показывает. Но они не будут показывать, поскольку иначе им, может быть, и в их не пользу, не на их руки играет это дело, потому что является мигрантом. Если вот возникнет вопрос, соответственно, убийства российского гражданина или где-то происходили драка со стороны трудоиммигрантов, мгновенно они это все показывают. А Таджикистану невыгодно показывать, потому что интересы Таджикистана есть с Россией в каком-то плане и не хотят отношений портить. По словам правозащитника, если сами власти Таджикистана не займут жесткую позицию в расследовании этого дела, преступники могут избежать наказания. Российская сторона, в свою очередь, до сих пор никаких заявлений по данному видео не делала. Перед наступлением Дня независимости президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о награждении орденами и медалями граждан страны. В списке награжденных главы администрации, хокимы Ферганской и Андижанской областей республики Шухрат Ганиев и Шухрат Абдурахманов. Они получат медали «Трудовая слава». На это решение обратили внимание местные СМИ, так как еще месяц назад оба чиновника подверглись жесткой критике со стороны главы государства. 2 августа на видеоселекторном совещании президент обвинил главу Ферганской области Шухрата Ганиева в предательстве и заявил, что вместе с ним невозможно выполнять большие дела. Причиной резких высказываний президента Мирзиёева в адрес хокима Ганиева стали массовые сносы домов в Риштанском районе Ферганской области, вызвавшие недовольство населения. Мирзиёев назвал Ганиева бессовестным и вместо сноса домов предложил снести ему самому собственную голову. После публичной порки хоким Ганиев записал обращение к народу с извинениями. Ранее он неоднократно оскорблял своих подчиненных. Медаль «Трудовая слава» получит и глава Андижанской области Шухрат Абдурахманов. 5 августа президент Мирзиёев вынес ему строгий выговор за неоднократное оскорбление чиновников и даже министров. Весной мы рассказывали, как в Андижанской области перед приездом главы государства 35-летней швее Хуршиде Туляевой выделили квартиру. После отъезда Мирзиёева жилье у женщины отобрали и даже посадили ее на 3 суток под домашний арест. За интервью нашим коллегам из радио Озоди. Сегодня в эфире нашего телеканала очередная серия проекта «Азия-360». Автор программы Адилет Бектурсунов побывал в загадочном шахтерском поселке Казахстана Суалмалкёль. Так, а чем же он интересен? Саумалколь, пожалуй, самый загадочный уголок в Казахстане. О нем мало кто слышал, а если и слышал, то разные страшилки. Сегодня некоторые районы шахтерского городка действительно похожи на развалины Чернобыля. Наверное, поэтому местные прозвали Самалколь городом-призраком. Ну а я напомню, проект «Азия-360» вы сможете посмотреть сегодня на нашем канале в 22:30 по времени Бишкека и Нур-Султана. Не пропустите. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов и в прямом эфире круглосуточного телеканала «Настоящее время» в Ютубе. Всего доброго, до встречи. Саумалколь, пожалуй, самый загадочный уголок в Казахстане. О нем мало кто слышал, а если и слышал, то разные страшилки. Сегодня некоторые районы шахтерского городка действительно похожи на развалины Чернобыля. Наверное, поэтому местные прозвали Самалколь городом-призраком.
Эстония – страна озер и лесов с населением всего 1 миллион 300 тысяч человек. По данным Freedom House, сегодня это одно из самых развитых в цифровом отношении обществ в мире. В Эстонии самое высокое количество стартапов на душу населения в Балтийском регионе и третье место среди европейских стран. Как это случилось? Почему в стране полей и лесов с чистым воздухом и молчаливыми людьми зародился легендарный Skype? Кто и когда придумал Taxify?